Продолжаем конкурс «7 чудес России». Сегодня я представляю вам номинанта из Южного федерального округа. Это абсолютный лидер голосования – крепость Вовнушки. Снова я напомню, что голосовать за чудеса России теперь можно и в интернете, на сайте rusчудо.ру. И с помощью СМС. Номера участников вы сейчас видите на своих экранах. Чтобы проголосовать за Вовнушки, нужно отправить число 43 на короткий номер 4565. Ну а теперь давайте смотреть. У путешественника, впервые попавшего в эти места, строение из камня на крутых горных склонах вызывает поистине немалое удивление и огромное восхищение. Так писали первые русские исследователи о башенных комплексах Таргимской котловины и ущелья реки Гулойхи. И Крупнов, и ученые писали о том, что это чудо, действительно чудо, каменное чудо. Так называли эти башни. Особенно вот Вовнушки. В переводе с ингушского «Вов» – боевая башня. В замковом комплексе Вовнушки их две. Каждое продолжение скального утеса, созданного природой. Только нужда и суровая горная стихия заставляла строить ввысь и на века. Древняя легенда гласит, что место для башен горцы определяли вылитым на землю молоком. Где оно не впитывалось, там и строили. Молоко же становилось основой кладки, что держит камни 5 веков. Вот после анализа, после всех заключений мы получили результат. И нам объяснили, что в основном там известь, местная известь, песок, тоже местный речной песок, и присутствие казеина. То есть казеин – это сыворотка, если так выразиться, сыворотка. Вот на сыворотке делали эти растворы, и сколько веков прошло, этот раствор до сих пор стоит. 75-летний Абдул-Керим, седьмое колено рода Оздоевых и Магожевых, славит своих предков, которые воздвигли это родовое гнездо. Легко взобравшись на 100-метровую высоту к подножью одной из башен, он пересказывает семейные предания о том, что род его в замке охранял дорогу, по которой с юга на северные склоны Кавказского хребта выходили торговые караваны. Это можно назвать и чудом, и доброты, и искусством можно назвать. А добро и чудо делает с помощью Аллаха народ, который проживает на данном участке земли. Чтобы построить такой замок, древнему роду отводился всего 1 год. Иначе род считался слабым и должен был уйти из этих мест навсегда. Наши предки, говорят современные ингуши с гордостью, смогли постичь глубинную тайну силы камня. Он оживал в их руках и говорил с ними на своем каменном языке, излучая тепло, свет и сияние чудесной красоты. Ну что, только остается напомнить, чтобы проголосовать за Вовнушки, нужно отправить число 43 на короткий номер 4565.